алейкум, хайрлах шамлар, витаю. Я принимаю эстафету от своей коллеги Катерины Вышневской, и мы продолжаем информационный вечер на телеканале АТР. В следующие 3 часа будем говорить с нашими гостями на самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня. Берите пульт и делайте звук громче. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали! Країна відзначає День Гідності та Свободи. Зеленський обіцяє реальні результати розслідування справ Майдану. Судна Бердянськ, Нікополь і Яни-Капу повернулись додому. Президент обіцяє, за 3 місяці будуть на ходу. Скандал навколо судимості «Слуги народу» триває. Голова фракції сказав, що робитимуть із нардепом. Рада представить гостя нашей студии. Александра Качура, народный депутат Украины, фракция «Слуга народу». Витаю вас. Витаю. Ну, начнем нашу беседу со следующего сообщения. Украина отмечает День достоинства и свободы. 21 ноября – день начала 2 Майданов – оранжевой революции 2004 года и революции достоинства 2013 года. Всі ми різні. Народилися в різних містах. Черкаси, Київ, Одеса, Село Карапеші, Дніпро, Київ, Джанкой, Львів, Первомайськ, Капустин Яр. Янгіюль. Це в Узбекистані. медсестра, військовий, Акторка. тренер національної збірної, школярка, Популяризує читання. Режисер. Танцівник. Волонтер. баскетболіст, Співачка. телеведучий. Хтось вже досяг вершини. А у когось все ще попереду. Ну всі знають, як грати у футбол. а дехто вміє в нього грати. Так, ми різні. стать, вік, Життєвий досвід. Але є те, що цінуємо однаково. Свобода. 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 Воля. Свобода. Залишатися самим собою. свобода, Анна Талінде Лахардетмітне. Свобода. Не приховувати своє коріння. Свобода. Не боятися казати правду. Свобода. Самому обирати своє майбутнє. Свобода. Продовжувати боротись навіть у полоні. Свобода. Пишатися кольорами своєї збірної. свобода, Берегти пам'ять про те, ким ми є. Свобода, Ніколи не втрачати гідності. Єдність. Взаємодопомога. честь, мир, Свобода – це не те, що вам можуть дати. Це те, що ніхто ніколи не може забрати. вільні творити майбутнє. Всі ми. І ти теж. Поздравил с Днем достоинства и свободы и президент Украины Владимир Зеленский. Обращение сделал на том месте, где должны построить музей Майдана. Давайте послушаем гаранта Конституции. В місці, де ми зараз з вами знаходимося, з'явиться обов'язково з'явиться музей Революції Гідності. І це дуже важливо. Проте будемо відверті. Для вшанування пам'яті кожного загиблого музею дійсно недостатньо. І, звичайно, нам потрібні реальні результати розслідування справ Майдану. Родини загиблих та все суспільство мають обов'язково отримати відповіді, а винні обов'язково отримати покарання. В эфире АТР экс-начальник спецрасследования Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк рассказал о перспективах расследования дел Майдана. Давайте его послушаем. Перспективи дуже погані, на мою думку. Тобто зроблено руками керівництва Генеральної прокуратури за бездіяльності Верховної Ради все для того, щоб справи на сьогоднішній день фактично припинили свої розслідування і незрозуміло
короткий період часу, і коли воно буде відновлюватися повноцінно. Как известно, дальнейшим расследованием дел Майдана будет заниматься уже ГБР, Нацполиция и НАБУ. Рассчитываете ли вы на эффективность дел расследования? Все-таки прошло уже 6 лет. Вы знаете, мы общались с Русланом Рябошапкой по этому вопросу. Конечно, те доказательства, которые сейчас есть, они очень слабо собраны. Потому что мы знаем, что испиливали деревья, да, почему-то. То есть что-то пытались скрыть. Ну да, некоторые даже уничтожены уже. Были те лица, которых нужно было допросить, их почему-то не допросили. Я знаю, что адвокаты семей Майдана, да, они боролись и говорили о таких кричущих случаях, когда их не слышали, они указывали на факты, тоже как пострадавшая сторона, направляли следствие, оно их не слышало, да, и бездействовало. То есть, конечно, сейчас очень просто сказать, да, спустя 6 лет, когда будут расследованы дела Майдана. То есть я этого очень сильно хочу. Потому что для меня, как для адвоката, все-таки после преступления должно быть наказание. Потому что пока общество не получит имена тех, кто действительно заказал расстрел активистов Майдана, действительно тех бенефициаров, которые это все организовали, общество не успокоится до этого, вне зависимости от того, так как сказал Владимир Александрович, будет построен музей, будут об этом помнить, либо нет. Ну вот уже прошло 6 лет, ни заказчиков, да, организаторов не найдено, и они не привлечены к ответственности. Как вы думаете, кому выгодно, возможно, отсутствие решений, отсутствие каких-то результатов этого расследования? Знаете, мне сложно здесь говорить, потому что я все-таки здесь в этом плане заангажирован, да, потому что я был тоже на Майдане в то время, как рядовой активист, но все факты, которые указывали на то, что предыдущая власть ставила на стоп все процессуальные действия, которые проходили, не довели ни до какого логического заключения, они тоже наталкивают на очень неприятные мысли. То есть мы надеемся, что сейчас все-таки та следственная группа, которая создана при Генеральной прокуратуре, она сейчас в том числе и передана последственность другим органам. Все материалы, я знаю, что они были разбросаны, они сейчас собираются, структурируются, просматривают, какие доказательства уже есть, что нужно еще сделать. И мы понимаем, что у Рябошапки нет 2 лет, года для того, чтобы расследовать. Это должно быть максимум полгода, чтобы поставить точку уже в этом деле. Если действительно там доказательства уничтожались предыдущим следственным составом, нужно сказать, да, что они уничтожались, это было некачественное расследование, нужно выйти и открыто сказать. Либо сказать, что мы нашли виновных, вот фамилии, обвинительный приговор в суде. Переходя к следующей теме, хотелось бы отметить, что захваченные Россией украинские суда вернулись домой. Президент Зеленский заявил, через 3 месяца будут на ходу. Те, що ми побачили, дійсно не вистачає, ми говорили з адміралом, деякі речі я не можу сказати, не вистачає частини озброєння, я побачив стан, буде розслідування, ми побачимо всі деталі, ми обов'язково звернемось до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є. А між іншим, паралельно ми готові відремонтувати, поговорили з паном Воронченко, десь 3 місяці і все буде на ходу. В эфире телеканала АТР адвокат Николай Полозов рассказал, может ли Украина рассчитывать на компенсацию за разграбленные суда. Давайте его послушаем. Необходимо проводить оценку этого ущерба, экспертизу этого ущерба. И впоследствии, конечно же, данные сведения необходимо будет представлять в арбитраж Международного трибунала ООН по морскому праву, который в ходе рассмотрения этого дела в конце концов будет принимать решение о размере компенсации, которую обязана будет выплатить Российская Федерация Украине. И весь тот ущерб, который был причинен этим кораблям, должен в том числе быть в общем объеме суммы компенсации. Ну вот что это такое? Технику сняли, но унитазы зачем снимать? Вот зачем? Что этим хочет показать Россия? Это, наверное, такая российская ментальность. Знаете, как слышал я когда-то сосед в детстве, говорит, что если я с завода уйду, хотя бы не украду гвоздь, значит, тогда, ну, он русский по происхождению, долго жил в России, значит, что я тогда лох, значит, я неправильно работаю. Ну вот это, если наверное, серьезно, на компенсацию стоит рассчитывать нам? Вообще, давайте разберем. Надо разобраться вообще, почему туда наших военнослужащих послали.
То есть и почему такой приказ был дан? Потому что знали, что 100% пойдут на таран, задержат их, и непонятно, что с этими молодыми ребятами будет дальше. То есть это первый вопрос юридический. То есть знали непосредственно руководство страны, которая посылала в тот момент. Вы думаете, это было сделано спланированная акция? По моему субъективному мнению, это была спланированная акция. Да, это моя личная точка зрения. То есть непосредственно руководство государства для того, чтобы отвлечь Петром Порошенко? Ну, возможно, да. Возможно. Я не буду говорить точно, что Петр Алексеевич сам непосредственно принимал участие, но задача, я еще по второму образованию политолог, да, очень так похоже, чтобы отвлечь внимание на другие вопросы. Да, сделать это, потом ввести военное положение, потом вы помните, да, что потом после этого возможен был срыв избирательного процесса, но не получилось продавить, не получилось реализовать тот план, потом отступили, после этого ребята остались. Слава Богу, что Владимиру Александровичу удалось дипломатическим путем решить этот вопрос. Потому что если говорим о компенсации, это юридический механизм. Юридический механизм, и по нормам морского права у нас есть решение трибунала, которое говорило о том, что их давно еще нужно было получить. Россия не признает международные нормы права. Ну вот я тут и хотела спросить, нам же русские вернули наши же суда не на основе решения Международного трибунала, а основываясь на свое так называемое уголовное производство, как вещдок, и вернули якобы на ответственное хранение. Вот что это такое? На каком основании мы приняли эти корабли? Да, это первый вопрос. А второй, зачем? Вообще вопрос здесь, это вопрос уже военной дипломатии, потому что все пленные, которые были возвращены, там тоже, да, есть юридическая сторона, то есть это и помилование, да, и так дальше, то есть это техника, юридические вопросы, которые уже политическим путем решаются. Главное, что была договоренность, что наших пленных вернут, наши корабли вернут. Эта договоренность была продавлена со стороны украинской власти, президентом непосредственно Украины. Я знаю, что Ермак занимался тоже этим вопросом, помощники президента занимались этим вопросом, то есть мы достигли того результата, что сейчас корабли находятся на территории Украины. Юридическая здесь чистота процесса, конечно, она остается тут под вопросом, но вам не кажется, люди, что с юридической точки зрения мы как-то подыгрываем РФ? Не, мы не подыгрываем здесь. Это был единственный путь на тот момент. Для того, чтобы это можно либо заморозить, да, навсегда оставить им, подарить их, и оставить там людей, в том числе пленных, да, которых мы сейчас вернули в последнее время. То есть либо идти по тому пути дипломатическому, по которому пошел президент. То есть другого варианта не было. То есть либо они будут там сидеть еще десятки лет, либо они будут завтра уже находиться со своими семьями, с родными, со своими дочками, сыновьями дома. То есть поэтому, когда стоит этот вопрос, конечно, на часе, на весах, да, перевешивает, конечно, то, что все-таки человеческая жизнь и государственное имущество, оно стоит выше. А у меня такой вопрос тогда возникает. А чего это вдруг русские решили вернуть нам наши корабли, если они с нигилизмом относятся ко всем международным решениям, и в том числе по морскому праву? Потому что так исторически сложилось, что после каждого жеста доброй воли есть какой-то подвох. Чего нам теперь ждать? Это часть тех процессов, которые сейчас происходят. Это разведение войск, да, это дипломатическим путем урегулирование конфликта. России невыгодно сейчас находиться в той ситуации, в которой она находится. То есть Владимир Александрович делает все дипломатическим путем, переговорным процессом, требованием через международных наших партнеров на международных площадках вынуждает Россию к тому, чтобы возвращались пленные. Это первый вопрос номер один в нормандском формате, который будет обсуждаться. Это возврат всех пленных. То есть второй – это непосредственно процедура, по которой будут происходить полное разведение войск Российской Федерации и Украины вот и взятие под контроль этих территорий. Разведение. Я бы хотела подключить к нашей беседе Марусю Звіробій, волонтерку. Алло, Маруся, вітаю вас. Витаю. Алло. Да, я бы хотела услышать ваше мнение касательно возвращения украинских судов на материк. Вот как вы восприняли это сообщение? Слухайте, з нами граються не на нашу користь. І будь-що, що робить Росія і подається як жести доброї волі, варто вважати просто, що ми не знаємо якихось ігор, тому що ні одного кроку вона не зробить в наших інтересах. Особливо зважаючи на те, що, по-перше, рішення морського трибуналу виконується нею зараз, а по-друге, стан, в якому вони ці коробочки нам віддали, дуже погано, що
Я не чула, щоб наша влада взагалі зазначила, як по-свинськи поступила та сторона, і в якому стані вона віддала нам ці кораблі. Ну вот в нашей студии депутат фракции «Слуга народа» пан Качура говорит, что вообще предыдущая власть, у него есть сомнения, что предыдущая власть как раз-таки организовала вот эту провокацию в Керченском проливе, заблаговременно зная, что наших моряков там российские ФСБшники захватят. Ну, моя парафія по останньому місцю служби батальйон розвідки, тому ви трошки не за адресою ставите ці питання. Я не буду озвучувати деталі, тобто висновки деталів, справи якої я просто не знаю насправді. І тим більше чіплять попередню владу чи цю. От із того, що я знаю, так це те, що Росія пограбувала просто ці кораблі і віддала нам коробочки, тому що міжнародний трибунал, він теж існує. Ймовірно, не хочеться загострювати з ним стосунки. І взагалі Росія ж показує себе як миротворця на міжнародній арені. І такий жест і в плюс, і в мінус. А к чему может это привести? Вот вы говорили про подвох вот этого так называемого жеста доброй воли, как его называют в Российской Федерации. Вот, а что дальше? Далі будуть нові провокації. Кожен день ми маємо провокації зі сторони Росії. І вони будуть продовжуватися. Просто ця провокація вийшла на міжнародний рівень. І доводиться якось домовлятися. А все, що стосується нашого рівня Україна-Росія, вони тут безпредельничають по повній. Вони не відводять війська, наприклад, вони продовжують обстріли, вони не зробили нам жодного дня тиші, вони не пускають ОБСЄ на свої позиції, аби зафіксувати яке-небудь розведення військ. Тобто тут дуже величезна купа провокацій. Ми кожен час, мабуть, дізнаємося якісь нові новини, всі абсолютно трешові в цій країні. І я очікую сотні нових провокацій просто, тому що Росія давить і буде давити, поки ми не виконаємо всі умови, які вигідні їй. Спасибо большое. Маруся Зверобей, волонтерка, была с нами на прямой связи. Я так понимаю, что вот этот так называемый жест доброй воли, да, разведение, это все для встречи в нормандском формате. Ну, это часть дипломатических, по моему мнению, процессов, которые происходят по регулированию военной ситуации, вы думаете, нам удастся сейчас отстоять есть. свои позиции на этой встрече? Я думаю, что мы, извините за такое непарламентское слово, да, выжмем максимум из этой встречи. То есть я знаю, что ведется подготовка в офисе президента, потому что это президент будет непосредственно общаться. То есть мы уже добились того, что эта встреча назначена, потому что мы знаем, что много лет вообще эти встречи в нормандском формате не происходили. То есть благодаря нашим партнерам Франция, Германия, Украина, да, и 3+1 и Российская Федерация, они сядут за стол и будут говорить о вообще безопасности в целом. По поводу миссии ОБСЕ, вы знаете, я специально летал в Варшаву на форум по безопасности и встречался, имел личную встречу с Томасом Грумергеном, это генеральный секретарь ОБСЕ. То есть и мы обговаривали все процедуры. То есть на самом деле то, что сказала коллега, да, но это не совсем соответствует действительности, потому что и американцы, и британцы, и иностранные организации, в том числе ОБСЕ, они все зафиксировали, что там мир. То есть я общался вот с людьми, которые находятся в зоне разведения. Непосредственно у меня есть там знакомые, они говорят, никогда так тихо не было еще. То есть там работают еще школы, там банки начали работать, там восстанавливается инфраструктура, полиция зашла, зашли военнослужащие, то есть все находится под контролем. Ну, только это все произошло, действительно, поживем и увидим, как будет дальше. Я бы хотела перейти к следующей новости. Президент хочет разобраться со скандалом о судимости депутата от «Слуги народа» и его причастности к изнасилованию. Послушаем, что Зеленский рассказал о Раване Іванісові. Я прочитав, що там є скандал. Знаєте, я хочу вам одразу сказати, завтра у мене будуть реальні дані. Я хочу розібратися, фейк це реально у нього є причетність до розслідування з приводу кримінальної справи, пов'язаної з зґвалтуванням. Дивіться, я можу ще раз вам сказати, якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, завтра ця людина, я вимушу цю людину покласти мандат і піти з партії «Слуга народу».
Сам народный депутат отреагировал на всю эту историю, написал пост в соцсетях. Давайте послушаем. Щоб не ставити під удар репутацію всього колективу, я прийняв рішення призупинити своє членство у фракції на час перевірки оприлюдненої у ЗМІ інформації. Офіс Генпрокурора вже дав спростування озвученої відносно мене інформації. Замовники витрачають скажені гроші на брудну гру проти мене, не нехтуючи нічим, як ви всі помітили. Найближчим часом стане відоме прізвище замовника. Это заявление Иванисова было размещено в Фейсбуке, впрочем, позже было удалено. Ну а вот председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что будут делать с народным депутатом Иванисовым в случае, если эта информация подтвердится. У нас позиція проста. Якщо це було, йому не місце в партії та фракції. Якщо цього не було, тоді ми його заберемо назад. Сьогодні ми від секретаріату фракції направляємо офіційні запити в ГПУ, в МВС, в СБУ з проханням перевірити і надати нам всебічну повну інформацію щодо цього приводу. Уявіть собі, як пан Іванісов взагалі себе відчуває. Якщо це дійсно фейк, дивіться, який, його хтось гвалтувальником обзиває, і якщо це не підтвердиться, це буде дуже образливо, правильно? Якщо це не фейк, тоді ми кажемо, пан Іванісов, будь ласка, зі «Слугою народу» вам не одним шляхом. Пан Іванісов в Києві. Ми не можемо, ми не дозволяємо. Я думаю, що ми будемо на нього психологічний тиск якийсь робити, щоб він склав мандат. Скажите, в случае, если действительно вот эта информация подтвердится, считаете ли вы, что этот человек может быть вашим коллегой по фракции? Действительно, как сказал руководитель нашей фракции, это Давид Арахамия, были направлены запросы, в том числе и я сегодня направил запросы в ГПУ, в СБУ и в МВД, чтобы мне подтвердили информацию. Тут вопрос даже не о судимости. С юридической точки зрения судимость может быть погашена. Да. То есть мы знаем, что Юлия Владимировна тоже есть судимость, да, и она погашена. То есть, мы знаем, по каким обстоятельствам ее привлекали, что это было политически мотивированное дело. Когда мы получим уже результаты, когда у нас будут уже прописано в ответе ГПУ, то, что действительно это лицо как-то привлекалось к ответственности, отбывало наказание, то, соответственно, по моему мнению, что высокий статус народного депутата, он не позволяет находиться с таким народным депутатом. Его, кстати, выбрали по мажоритарке, тут вопрос, может, все-таки и, возможно, досрочные выборы нужно будет проводить на этом округе, если он сложит свои полномочия. То есть, я бы рекомендовал фракции, все-таки, если эта информация еще раз подтвердится, он уже, кстати, написал заявление на выход из фракции, то есть мне кажется, что он должен сложить мандат, так как сказал президент, однозначно, потому что эта информация была скрыта от всех избирателей на округе. Значит, он все-таки шел на выборы, он должен был сказать, потому что Виктор Федорович, когда и шел на выборы, то есть все знали, о том, что он судимый, и все равно проголосовали, потому что судимость у него погашена, и он, соответственно, имеет право. С юридической точки зрения здесь никаких препятствий нет. Да, и я так понимаю, что он не обязан сложить мандат, да, но вот Арахамия говорит, что будет такое психологическое давление. Это как? Вот как психологическое давление? В любом случае, да, будете осуществлять? Этот кандидат, субъектом выдвижения, которой была партия «Слуга народа». То есть мы имеем приоритетное право, в том числе, даже если он и не сложит мандат, обратиться потом в Центральную избирательную комиссию, которая запустит процессы по аннуляции непосредственно самого решения о регистрации, что повлечет за собой и внесение потом данных о том, что такой депутат не избран, повлечет за собой соответствующие результаты, что будут выборы признаны такими, которые не произошли, и запущен опять процесс выборов. То есть тут только нужно ждать сейчас официального ответа. Конечно, если эта информация подтвердится, я думаю, что такому человеку не место в нашей фракции и в парламенте в том числе. Вот сегодня в эфире наши эксперты в нашей студии говорили, что слуг народа, которые попадали в фракцию, не проверяли. Вас действительно не проверяли? Нет, эту информацию все проверяли. Я хочу сказать, что этот депутат, он, кстати, был еще депутатом. То есть Иванисовым проверяли информацию? Проверяли информацию. Возможно, информация была скрыта. Смотрите, мы не были, мы тогда были в оппозиции, да, напрямую к президенту. У нас не было доступа никаким реестрам и времени писать запросы официально. Нам бы, кстати, их никто не дал ответ, потому что это конфиденциальная информация является. Это сейчас, когда есть депутатские полномочия, нам обязаны отвечать на такие запросы. На тот момент все доступные реестры, это судебный реестр, реестры, например, неплательщиков алиментов,
реестры налоговые, да, по наличию либо отсутствию налогового долга, они все проверялись. Те, которые общедоступны, открыты. Реестры юридических лиц, в каких он компаниях, да, либо где-то еще, какую предпринимательскую деятельность осуществлял, были какие-то тендеры. То есть этого невозможно было узнать, потому что это 90-х годов дело. Оно находится в бумажном где-то варианте в каком-то районном суде. То есть, если бы эта информация стала известна, конечно бы такого кандидата ни в коем случае не выдвинули. То есть, но я хочу еще раз акцентировать внимание, что он был депутатом областного совета от партии «Батькивщина». То есть, почему-то «Батькивщина» тогда, когда его выдвигала, тоже не проверила. Потому что у «Батькивщины» очень сильная служба безопасности, потому что она уже работает 20 лет, эта партия, у них механизмы есть отбора кандидатов. Вы сейчас ответственность перекладываете на «Батькивщину»? Нет, я не перекладываю. Значит, что эта информация была недоступна на тот момент. Они не смогли проверить так же, как и мы. Понятно. То есть это скрытая информация была. Если человек действительно скрыл эту информацию, он должен понести соответствующее политическое наказание в виде лишения мандата. Не одним, к сожалению, скандалом. У нас есть еще и другие. К сожалению, заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, якобы переписку, с которой выложил пранкер Джокер, заявила, в пятницу выйдет к прессе. Я дуже прошу усіх, і особливо ЗМІ, не розповсюджувати сексистські закиди і фейки щодо мене. Зараз знаходжуся у відрядженні з робочим візитом і не маю змоги активно реагувати на все це. У п'ятницю буду готова відповісти на всі запитання преси і зробити брифінг. Во время визита президента в Очаков журналисты спросили, читает ли тот Джокера, и вот что Зеленский ответил. Я не знаю, хто це просто. Мені складно. Зараз стільки фейків в інтернеті про все пишуть. Пам'ятаєте, коли у мене була президентська кампанія, що тільки про мене не писали? Все це неправда, ви бачите. Тому я не знаю. Я не знаю, хто такий Джокер. Може, він серед нас навіть зараз. А может, вы Джокер? Нет? Нет. А кто? Я не являюсь Джокером. Я думаю, что это целенаправленная, в том числе, кампания по дискредитации нашей партии. То есть это запущенная, проплаченная. Ну, я уверен, что это финансируется, это не на общественных началах. У нас на самом деле есть очень много сил, которые заинтересованы. Потому что мы наступили на хвост многим олигархам. И Ахметову, и Пинчуку, в том числе, и Коломойскому, который хочет очень сильно Приватбанк получить назад, но не получается, да, никак. То есть это и Порошенко, и Медведчук, который сейчас газ не может транспортировать, так как раньше это было в Украину. То есть все, в том числе олигархи, да, они пострадали от злочинного режима Зеленского, да, который сейчас борется с олигархами. То есть и никто не говорит сейчас. Все говорят о каких-то скандалах, да, о каких-то переписках. Ну а как вам Клитина, этот скандал? Да. Самое главное, я думаю, что этому нужно дать правовую оценку. Потому что если это действительно достоверная переписка, если она подтверждает, что это так, она выйдет на пресс-конференцию завтра, да, у нас пятница, то есть она свою аргументацию изложит. И действительно, если указанные факты коррупции, они действительно существуют, что это не ее какое-то субъективное мнение, правоохранительные органы в любом случае должны внести в ЕРДР запись и провести соответствующую проверку. А министр, да, и замминистра, они должны понести политическую ответственность. Потому что если действительно такие люди работают, да, и такие факты есть, тогда министру нужно рассмотреть вопрос об их увольнении. Вот у меня, знаете, возникает такой вопрос. Это же не впервые представители из команды президента Зеленского и из монобольшинства, слуги народа, попадают в подобные нелепые ситуации. Почему? Почему вас так легко развести? Я не знаю насчет развести. Тут ну вот пранкер, Джокер, ну как? Вас не учили разве в Трускавце? То есть эти сим-карты, понимаете, с которых были отправлены сообщения, они, возможно, принадлежали именно тем лицам, с номеров которых приходило. То есть здесь тоже вопрос уголовно-правовой такой квалификации. То есть каким образом был получен доступ к персональным данным человека, выпущен дубль его сим-карты, если это действительно так есть, потому что я такую версию слышал, и генерального прокурора, который государственной тайной является носитель, его номер был и мессенджеры взломаны. То есть я считаю, что это недопустимо. И тут в этом контексте нужно все-таки двигаться. Но по поводу, наверное, развели, не развели, наверное, неопытные, молодые. То есть многие у нас хотят много сделать в стране на самом деле. И то, что такие факты есть, то, что нас мочат, да, таким образом. То есть это только подтверждает, что мы идем на правильном пути. Партия «Слуга народа». Если есть какие-то, допустим, я же говорю еще раз, такие правонарушения, им должны дать соответствующую оценку. Партия «Слуга народа» официально не нанимала на работу ни одного человека. Об этом говорят в Комитете избирателей Украины, ссылаясь на отчет политической партии. Давайте слушать.
Відповідно до звіту «Слуги народу» про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру в політичній партії офіційно не працює жодної особи. Так, у графі «Працівники складу апарату партії» вказано цифру 0. Для порівняння, у Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» офіційно працює 73 особи, в «Європейській солідарності» – 46, у «Голосу» – 3, Радикальній партії Олега Ляшка – 20, «Самопомочі» – 264. В эфире АТР директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель прокомментировал, что могут означать такие показатели. Я навіть теоретично не можу припустити, що всі без виключення посади обіймають волонтери. І коли ми бачимо нульові показники, то в мене є цілком обґрунтовані підозри, що офіс, який наповнений штатними працівниками, зарплати фінансуються у конверті. А правда, как у вас так получилось, что в партии нет ни одного человека? И вот как бы вы прокомментировали заявление Кошеля, который говорит, что история есть с теневыми зарплатами. Да, мы только в парламенте несколько месяцев. Да, за это время только начинает выстраиваться. То есть отчет подается за предыдущий период, за квартал. Национальное агентство по противодействию коррупции. То есть будет подан другой отчет, где могут появиться данные о том, что сотрудники все-таки есть. На момент избирательной кампании... Но вот вы, перед вами, Википедия пишет, вы адвокат по партии, перед этим, да? Я был непосредственно волонтером. Вот перед вами тоже сидит волонтер, который волонтер. работал... Вы не получали я бросил, когда началась президентская кампания, свою адвокатскую деятельность. У меня был только один клиент. Этот клиент называется партия «Слуга народа», с которым я работал абсолютно бесплатно. И свой ресурс, который у меня был в компании, тоже у меня были сотрудники, которые юридическую часть закрывали в компании. То есть они тоже работали бесплатно. То есть вы бесплатно работали? Конечно. То есть, они, конечно, с компании получали деньги, да. Но я в партии и моя команда работала бесплатно, то как волонтеры. То есть волонтеры. ваша вся юридическая фирма, и вы работали да, не вся, бесплатно? Да. Большая часть коллег, которые занимаются избирательными процессами, они работали только с одним клиентом, потому что раньше мы работали с многими политическими партиями. Я увидел, что из себя представляет эта партия, видел идею. Я вам хочу сказать, кто пойдет в Европейскую солидарность, да, либо в Батьківщину работать бесплатно. То есть мы же знаем, что во всех регионах «Зе-команда», она объединила действительно людей, там люди шли за идею бесплатно. Такого никогда еще не было за всю историю Украины. Наверное, за последнее время, так точно, за последние 5-10 лет. То есть, возможно, во время Майдана, да, кто-то приходил и бесплатно работал, но точно не на политические силы. Ну вот что касается «Зе-команды», еще хотелось поговорить. Обучение для новоизбранных народных депутатов в Трускавце обошлось «Слуге народа» 10 миллионов гривен. Так посчитали в общественном движении «Честно», ссылаясь на данные финансового отчета партии. Давайте посмотрим график. Організовували навчання майбутніх нардепів через ТОВ «Бальнеотур», що отримало за свої послуги понад 7,7 мільйона гривень. До цієї суми входять і витрати на проживання. За послуги Київської школи економіки «Слуга народу» сплатила майже 2,1 мільйона гривень. Ще 145 тисяч гривень партія заплатила Укрзалізниці за проїзд. Вартість тижневого навчання, трансферу, проживання і харчування в розрахунку на одного учасника становила приблизно 38 тисяч гривень. Ну, то есть на вас примерно потратили 38 тысяч гривен. Вы серьезно? Почему так Нужно много? изучить. 10 миллионов. Нужно изучить, но мы же не один день там были на самом деле. 10 дней, это целый если не комплекс. Арендовались помещения, нанимались А вы в каком отеле топовые оставались? спикеры. Я не помню, как он называется. В Риксосе, нет? По-моему, да, в Риксосе, да, точно. Да, вот в этом отеле, это единственный, кстати, отель, который мог вместить то количество людей в короткие сроки и дать необходимое нам помещение. Потому что у нас была специфика, когда у нас был большой зал, и потом зал делился на несколько групп, которые отдельно работали, да, по определенным заданиям. То есть это можно было только сделать в Трускавце. То есть это первое, почему это было. Второе, мы хотели выехать из Киева. Потому что если бы мы были в Киеве, да, тогда бы невозможно было погрузиться полностью в процесс обучения. То есть, вы знаете, что мы начинали в 7 утра и заканчивали в 11-12 вечера. То есть это было в таком вот, тогда турборежим еще в учебном процессе начался. То есть невозможно было бы сделать это в Киевской области, потому что люди бы ехали домой, да, это было совсем другое. Результаты были бы
абсолютно иными. И Ну а мы вы довольны создали- результатами, учитывая, что вот сейчас джокеры, да, пранкеры, она как-то... Я вообще доволен результатом в любом Ага. случае. И мы вообще создали тренд, потому что все политические партии, в том числе и парламентские, после того, как мы это сделали, мне сказали, давайте мы проведем тоже такое же. Я знаю, что даже вот в оппозиционном блоке, хоть там и все очень опытные люди, они сказали, давайте мы тоже сделаем, потому что мы раньше ходили на шашлыки, давайте мы тоже какой-то тренинг для депутатов прочитаем по законотворчеству, хотя мы очень все опытные, но все-таки там же ребята сделали партию власти, наверное, же не ж получилось, давайте мы тоже сделаем, потому что мы уже создали вообще тренд на обучение депутатов, мы будем его продолжать. То, что мы честно задекларировали всю сумму, которую потратили, но мне кажется, что это плюс, а не минус. Мы могли бы написать так, как это обычно. Вот Юлия Владимировна, допустим, она живет, у нее 0, да, в декларации. То есть она живет в доме Кончезаспе, ездит на Мерседесе, все партия арендует там за несколько тысяч гривен. То есть мы все показали честно, прозрачно, чтобы все видели, сколько это действительно стоило, и это пошло на пользу. Народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» Александр Качура был гостем нашей студии. Благодарю, а мы вынуждены завершать этот блог. Буквально через несколько минут эфир телеканала АТР продолжает новости. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Коршкинч. Четверта річниця енергоблокади. Як це було? Меджліс просить внести в Раду законопроект про автономію. Що пропонує